Рабочий день в городе подходит к концу, но только не у членов добровольной народной дружины. В 18:00 они заступают на дежурство и до 23 будут нести добросовестно службу по охране общественного порядка. Небольшой инструктаж, и дружинники отправляются патрулировать городские улицы. Пока в Назрани все спокойно, никаких нарушений со стороны граждан не наблюдается. Бывало, вот примерно вот сюда в парк на машинах заезжали, на мотоциклах заезжали. Конечно же, мы подходили, просили, чтобы они сразу же выехали. Ну, бывало, недовольные люди, молодежь такая, горячая кровь. Все равно слушались и вроде нормально расходились. На этом вечер еще не завершен. Наш патруль решает проверить район городского пруда, где на перилах ограждения водоема сидит молодой человек, забравшись ногами на лавочку. И тут первое замечание от руководителя добровольной народной дружины. Жители города, видя молодых людей в жилетках ДНД, приветствуют народных дружинников. Многие, глядя на них, вспоминают советские времена. Я думаю, что нужны, потому что все-таки они поддерживают общественный порядок. Первое упоминание о создании народной дружины в России приходится на 1881 год, когда в Москве накануне вступления на престол императора Александра III была создана добровольная народная охрана. С тех пор дружинники оказывают содействие властям в поддержании порядка во времена приезда высших особ и при проведении крупных государственных торжеств. В наше время, в соответствии с федеральным законом об участии граждан в охране общественного порядка, в 2013 году ДНД была создана в Назрани. Это настоящая боевая дружина, которая несет службу по охране общественного порядка, а также помогает налаживать диалог между общественностью и полицией. Вот на моей практике, когда мы подходим, делаем замечания, больше половины людей воспринимают это нормально, просят прощения, заверяют, что больше этого делать не будут. Но встречаются и такие, которые ведут себя неадекватно. С нами, как правило, всегда бывают представители участковой и уполномоченной службы. Вызывается наряд, и по этим людям применяются какие-то штрафные санкции. На сегодняшний день, согласно федеральному закону, граждане России могут принимать участие в охране общественного порядка. Это помогает сохранить спокойствие в обществе как в отдельных регионах, так и по всей стране в целом. Все зависит от степени вовлеченности населения в эту сферу и заинтересованности самих граждан в поддержании мира и порядка в своем регионе. Руслан Албогачиев, Адам Далаков, Новости 24.